Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета министров. Открыта регистрация на форум «Инвестиции в будущее Туркменистана». Индия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном в области кино и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание правительства в формате видеоконференции, на котором был рассмотрен ряд соответствующих вопросов государственной жизни. Заслушав отчеты, глава государства дал конкретные поручения и указания руководителям, касающихся работы в различных секторах страны, задач по дальнейшему развитию отрасли и международных отношений. В ходе заседания президент Сердар Бердымухамедов подписал постановление об утверждении государственной программы развития библиотечной сферы Туркменистана на 2025-2029 годы и одобрил ряд предложений, представленных на рассмотрение. Издана очередная редакция книги известного журналиста Михаила Гусмана «Формула власти», в которой нашли отражение 75 интервью с лидерами различных стран и комментарии к ним, включая интервью 2021 года с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Выход книги приурочен к 25-летию авторской телепрограммы «Формула власти» и совпадает с 75-летием автора. Пользуясь этой приятной возможностью, национальный лидер туркменского народа поздравил известного журналиста, первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с замечательным юбилеем. В Туркменистане 18 марта пройдет международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор инвестиций в будущее Туркменистана. Мероприятие организовано Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленной палатой совместно с компанией ТМТ Консалтинг Групп. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения инвестиционного потенциала страны. Индия заинтересована в сотрудничестве между Болливудом и объединением Туркменфильм имени Огусхана. Об этом заявила посол Индии в Ашхабаде Мадхумита Хазарика Бхагат на открытии фестиваля индийского кино в Ашхабаде. Фестиваль индийского кино проходит в Ашхабаде с 24 по 26 января. В кинотеатре Ашхабад показывают индийские фильмы, а в фойе организована выставка, рассказывающая об истории индийского кинематографа. Посол Туркменистана Шалар Гельденазаров и президент Непала Рамчандра Паудел отметили наличие больших возможностей для развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и туристической сферах. В ходе встречи Гельденазаров вручил президенту Непала верительные грамоты. Встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза состоится в марте в Ашхабаде. Об этом сообщила заместитель главы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова в ходе брифинга. Она напомнила, что в октябре 2023 года в Люксембурге прошла 19-я встреча руководителей внешнеполитических ведомств ЕС и стран Центральной Азии. По ее итогам 20-я встреча запланирована на март текущего года в Ашхабаде. Кроме того, Бяшимова добавила, что диалог женщин, лидеров стран Центральной Азии и ЕС пройдет в Туркменистане 7-8 апреля. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы участия женщин в бизнесе, экономике, образовании, медицине и политике. Японская компания Asahi Shuza готовится выпустить саке, приготовленное в космосе. Стоимость одной бутылки составит 100 миллионов йен, что эквивалентно 641 тысячи долларов США. Производство включает подготовку сусла на Международной космической станции совместно с Mitsubishi Heavy Industries и Центром промышленности, науки и IT-технологий. После завершения космического этапа сусло будет доставлено обратно на Землю. Рефери ФИФА из Туркменистана Ресул Мамедов привлечен к обслуживанию матча элитной лиги чемпионов АФК между саудовским Аль-Насром и иранским Персеполисом, который пройдет 17 февраля в Тегеране. По решению Азиатской футбольной конфедерации Ресул Мамедов будет исполнять функции резервного арбитра. Главным арбитром матча назначен рефери ФИФА из Узбекистана Рустам Литфулин. Нападающий молодежной сборной Туркменистана Денис Титов дебютировал за российский футбольный клуб «Ростов» в товарищеском матче с узбекской Сагдианой. Встреча, прошедшая в рамках зимнего сбора в ОАЭ, завершилась со счетом 3-0. 18-летний Титов вышел на поле на 85-й минуте, проявил себя активно, создал несколько опасных моментов. Денис – воспитанник Ашхабадской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Ростов подписал с ним контракт в конце 2022 года, когда игроку было 16 лет. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.